Год в любви. Как брак с таджиком перевернул жизнь российской телеведущей. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете о кардинальных переменах, которые произошли в жизни российской женщины после свадьбы с таджиком. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. История россиянки Светланы Аминовой в девичестве Устиновой, которая вышла замуж за гражданина Таджикистана Давуда Аминова и приняла ислам, вызвала большой общественный резонанс. Свадьба российской телеведущей обсуждалась не только в ее родном городе, но и за его пределами. Многие были шокированы разницей в возрасте между супругами. Ему всего 22, а ей 56 лет. Я реалист. Я понимаю, что молодые должны жить с молодыми. Это общее правило, ему надо следовать. Но из каждого правила, наверное, есть какие-то исключения. Тем не менее, таджикской культуры в жизни журналистки хоть и добавляй. Отец Давуда живет в России, поэтому Аминова часто видится со свекром. Вопреки слухам о притеснениях мусульманских женщин мужчинами, в исламе бывшей телеведущей больше всего нравится именно отношение к прекрасному полу. Никакого пренебрежения к себе я не заметила, но и в свою очередь понимаю, что где-то мне нужно иногда промолчать. Дело в том, что каким бы ни был Давуд, по возрасту он все равно муж и глава семьи, при этом он умеет брать на себя ответственность, и я чувствую с ним себя защищенной. По поводу притеснения все зависит скорее от женщины и мужчины, а также от конкретной ситуации, нежели от культуры, полагает она. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Год назад Светлана обещала, что когда придет время, она не будет против, чтобы супруг взял в семью вторую жену. Пока, по ее словам, об этом речи не идет, поскольку Давуд к такому шагу еще не готов. Аминова отмечает, что с момента замужества ее жизнь перевернулась с ног на голову. Она снимала квартиру в Карабанове и работала телеведущей, но после свадьбы в один миг все начало меняться. Несмотря на потерю статуса телеведущей, журналистка признается, что ни разу за все время не пожалела о своем решении. Светлана и Давуд занимаются развитием своего нового проекта вместе, и муж ей всячески помогает. Таджики вообще очень сплоченный и дружественный народ, поэтому иногда к делу подключаются также родственники ее возлюбленного, которые пекут вкусную национальную еду на корпоративные праздники. Общие знакомые уже привыкли к тому, что россиянка и таджикистанец вместе, а они, кажется, даже не сомневаются, что все могло быть по-другому. Вы бы согласились на брак с русским человеком? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Меня очень часто спрашивают на улицах мои друзья: брат? Отвечаю: сейчас муж. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.